Здравствуйте и добро пожаловать вас на моем канале. Меня зовут Милица. И сегодня мы с вами будем обозревать палетку от Chanel, лимитированная, новая, 9 цветов, который называется The New Look 587. В этом видео также вы увидите целые 4 макияжа глаз с этой палетки. Таким образом, мы с вами попробуем абсолютно все цвета, и в конечном итоге у нас будет окончательный вердикт, стоит ли эта палетка вашего внимания и денег или нет. Этот макияж, который вы сейчас на меня видите, это макияж, который в последнюю очередь я сделала ею и решила в нем и продолжить снимать ревью. Так что усаживайтесь поудобнее, и я уверена, для маньяков косметики будет очень интересно. Смотрите. Ну и как всегда, вы видите, у меня основа под макияж уже готова. Коричневая кремовая тень нанесена на подвижное веко и чуть-чуть складки. В межресничку есть коричневый карандаш. Нарисовала черным карандашом стрелку. На неподвижное веко консилер закреплен пудрой. И самый темный цвет я растушевала стрелку, потом нанесла вот этого блестящего темного и продолжаю работать с тенями для растушевки складки века. Ну, скажем, даже не для растушевки, а для нанесения цвета в складке веки я использую кисточка-карандаш. И когда добиваюсь уже достаточного интенситета цвета, и я перехожу на пушистую плоскую кисть, с которой я растушевываю, чтобы добиться красивой дымки. Тут видите, что я дублирую самый темный цвет, стрелку, создаю глубину во внешнем уголке. И подчеркиваю нижнее веко. Решила, так как палетка называется The New Smoky, а не The New Look, как я говорила изначально, решила, что первый макияж стоит того, чтобы сделать смоки. И тут вы видите уже готовый макияж на менее резким светом, как он блестит, переливается. Ну и что? Переходим к следующему макияжу, которого я начинаю с моего самого любимого, самого светлого цвета в палетке, самого-самого блестящего. А вот этот цвет, он не такой блестящий, но зато как цвет очень-очень интересный. И вы видите уже, как кисточкой карандаш я наношу растушевочный цвет для складки в складку. Наношу, и когда добиваюсь достаточного интенситета цвета, перехожу уже вот на такую плоскую пушистую кисточку. Это кисточка типа MAC 217. Это одна из самых удобных кисточек для складки. И дополнительно растушевываю стрелочку, добавляю глубину во внешнем уголке, что очень важно. И много-много раз вот я наношу цвет, потом возвращаюсь, растушевываю, чтобы добиться именно того эффекта, которого я хочу. Ничего страшного, если вы возвращаетесь к разным кисточкам по много-много раз. И вот такой макияж у нас получился. Совсем неплохо, да? И смотрите сейчас, как он будет блестеть. Сколько много бриллиантов на моих веках. И третий макияж у нас главный герой макияжа вот этого золотого цвета. И имейте в виду, что все макияжи до начала работы с тенями, и там есть нанесение кремовые тени, консилер на неподвижное веко, который закреплен минеральной пудрой, есть в межресничку нанесен коричневый карандаш и стрелку, конечно же. Так что это не на голое веко все делается, но я не знаю, насколько на ваших экранах это будет заметно и будет видно, что веко подготовленное. И чтобы вы не думали, что это все на вот голое веко, я считаю нужным это упомянуть. И вот такой макияж получился с этим золотым цветом. Больше всего я люблю вот этот момент, когда я вам показываю под непрямым светом, как сверкают тени.
Ну что, вот уже и четвертый макияж. И я вам хочу сказать, подчеркнуть того факта, что все эти макияжи я сделала в один день, монтаж видео в тот же день, на следующий день я просто озвучиваю и загружаю видео в YouTube. Вот вы увидели только что этого розового, только над зрачком я добавляю самого блестящего беленького. Видите, что это за цвет этот розовый? Я очень много, очень много натирала его кисточкой, чтобы ход вот так вот он был виден. Но, несмотря на это, макияж просто роскошный. По моему мнению, по моему вкусу. Будет интересно узнать вам, как кажется. Но для меня это был самый красивый макияж из всех четырех. И, как обычно, да, вот самого темного цвета я использую для того, чтобы растушевать черную стрелку, добавить глубину в внешнем уголке. И вот тот момент, когда я растушевываю пушистой кисточкой и оформляю нижнее веко. Часто бывает такое, что девушки игнорируют оформление нижнего века. Не делайте этого. Так ваши глаза раскрываются и смотрятся больше. Смотрите, что за бриллианты, а? Странный, конечно, у меня взгляд на этих кадрах, но только так я могу не выпадать из кадра и показать блеск теней. Ну что, для начала я скажу вам, что я вообще не думала эту палетку покупать. Но моя подружайка очень эту палетку хотела пощупать, потрогать и все время говоря, я, может быть, ее куплю, я, может быть, ее куплю. И вот таким образом, это третья палетка, на которой она меня подбивает. Да, первая палетка была первая коричневая от Dolce Gabbana, вторая была большая палетка от Saint Laurent, и вот эта третья палетка. И когда стали выходить уже реальные фотографии в лучшем качестве, я увидела эти цвета. Я решила, что мне надо. Нескольких дней я старалась ее найти на разных сайтах, где сколько стоит, чтобы ее заказать доставкой на Кипре. Но на различных сайтах я ее находила, но чтобы была доставка на Кипре, вот это была большая проблема. Я вообще не думала, что к нам эту палетку привезут, но в конце концов в общении с ChatGPT он сказал, слушай, давай, говорит, ты позвони в Beauty Line и спроси у них, есть ли эта палетка или нет. Еще вы думаете, он предоставил мне номер телефона Beauty Line, я позвонила, во-первых, в одном магазине, который далеко от меня, потом позвонила во втором магазине, который рядом со мной. Мне сказали, что палетки есть, я говорю, я хочу две. Я хочу две палетки, пожалуйста, отложите мне, через 3 часа я приду, заберу. Они говорят, ну у нас всего лишь две. Я говорю, мне все равно, мне нужны две палетки, одна мне и одна моей подружайке. Так что через 2-3 часа я приду и их заберу. Вот так они мне их отложили, потом я побежала, купила эти палетки. Купила, конечно, их две. Одна для меня, одна для моей подружки, которая тоже уже очень счастливый обладатель этой палетки. Итак, что я могу сказать про палетку? Наверное, вот я уже поставила тут рядом со мной, идут близкие кадры. Некоторых из этих кадров я сняла прям в макро, чтобы вы очень хорошо рассмотрели все цвета и понимали, что это за цвета такие. Так, сзади на коробке написано, что в палетке есть 4 финиша. Matte, Satin, Shimmery and Sparkling Finishes. Вот, я считаю, по моему опыту, мои ручки, мои глазки считают, что в палетке нету 4, а есть 3. Вот я вам ее покажу, я специально ее не протирала от пыли, чтобы вы увидели после 4 макияжа, как она запылилась. И я вам скажу, это ничего такого страшного, криминального, потому что вы сами видели во время макияжа, когда я красилась, что под глазами у меня ничего не осыпалось. Значит, а-ля матовые цвета это вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. Все. Хотя в палетке вы на близких кадрах тоже можете увидеть, что они не выглядят матовыми. Но когда ими красишься, нет такого блеска, как было у палетки Tom Ford. Так что воспринимаем вот эти 4 цвета
как матовые. Вот этот и вот этот, у них одинаковый финиш. Ну, я лично осталась с таким впечатлением, что у них одинаковый финиш, да, они блестящие, но не совсем такие вау. А вот этот один-единственный, который самый такой блестящий, который у меня сейчас вот здесь, в нескольких макияжах мы его использовали. Очень красивый цвет. Это мой любимчик во всей палетке. К сожалению, в этой палетке у нас есть и аутсайдер. И этот аутсайдер, вот этот розовый цвет, вы видели, я сегодня его наносила на подвижное веко. И потом в центре вот здесь чуть-чуть поставила акцент этого блестящего, который во внутреннем уголке. Так, это наш лузер палетки, очень плохо набирается, не видно его особенно на коже век. Я думаю, что если более смуглая девочка, я не уверена, что ей подойдет эта палетка, что на ее лице, на ее глаза эти цвета будут заметны. Если вы ожидаете от палеток бешеная пигментация, это абсолютно не тот случай. Это даже меньше пигментировано, чем палетки Saint-Laurent. Но это не отменяет того факта, что макияж-то смотрится просто прекрасно. Это тот макияж, который не будет у вас комплимент, как красиво накрашена, а будет вау, какая ты красивая. Вот такой комплимент будет. И я думаю, что это дорогого стоит. С этой палеткой вы ни в коем случае никогда не набардачите. Вообще. Это невозможно, я считаю. А если успеете, то не знаю, наверное, медаль надо вручить тому, кто успеет набардачить с этой палеткой. Цвета прекрасно тушуются. Но вы видели, что... сейчас покажу вам. Вот этот и вот это два цвета, я считаю, они для складки. Но потом, когда я красила вот этот макияж, я считаю, что в складке можно использовать и вот этого розового. Они самые, ну, вот эти три и вот этот посередине, они как бы выглядят сатиновые, но по факту на глазах блеска нет, и это матовые тени. Вот. Вы видели, что вот эти тоже с очень легкой пигментацией. Но не будем забывать, что бывают же разные девушки с разными пожеланиями. И очень часто бывает такое, что девушка хочет, чтобы макияж просто подчеркивал, но не был так ярко заметен. И я считаю, что это очень хорошо. Мне эти цвета понравились. Да, какой-то бешеный сумасшедший макияж сделать не получится, но Шанель никогда такого не обещали, да, и можно поддержать цвета этой палетки, нанося в первую очередь кремовые цветные тени. Вот, и таким образом вы получите более насыщенный макияж. Когда я смотрела фотографии этой палетки, я очень сомневалась по поводу вот этого цвета. Он типа такой золотой. Мне лично очень редко идут золотые цвета в тенях. Но вы сами видели, что он очень даже хорошо. Мне показалось, что он на мне очень хорошо сидел. Я очень рассчитываю на ваших комментариях под видео, чтобы вы поделились со мной своим мнением о всех этих макияжах и все цвета, что вам понравилось, не понравилось. Так вот, довольна ли я этой палетки? Да. Еще, мне очень сильно понравился вот этот цвет. Он мой самый любимый. Хотя вот этот и вот этот тоже мне очень нравится. Конечно, вот этот золотой как бы хорошо не сидел на меня. Ну, я такой просто не очень люблю. Да, он хорош, но я не думаю, что он мой любимый будет. А вот этот, ой, это такие бриллианты, мои дорогие. Это просто роскошно. Насчет вот центрального цвета, он самый темный. Им я создаю глубину во внешнем уголке, растушевываю стрелку, потому что моему дряблому веку уже не идет четкая стрелка с четкой границей, и нужно обязательно там подрастушевать тенями, чтобы это скрыть. Вот.
Я довольна этим цветом. Я очень сомневалась по отношению к нему. Думала, что, возможно, он не будет достаточно насыщенный, чтобы он ну, мог давать мне глубину цвета, но я ошибалась. Он достаточно хорош. Когда я хотела эту палетку, больше всего мне нравился вот этот розовый. И когда я побежала ее покупать, я уже видела один обзор на эту палетку на английском языке. И там девушка показала, что этот цвет розовый, он не особо пигментированный и как бы не очень хорошо ложится. А я такая подумала, нет, 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 я хочу эту палетку, все. Мои зрители заслуживают посмотреть на нее обзор. Так что еще лайк за того, что я так быстро среагировала, побежала и купила ее, чтобы вам тоже показать. В принципе, палетки Chanel всегда идут с вот этими спонжиками и кисточкой внутри. С этой палетки такого не было. К сожалению, к ней нету даже вот этого пыльника красивого, бархатного. Я очень жалею, что этого нет, но как есть, так есть. Ничего страшного, и без этого переживем. Я так или иначе эти спонжики не использую. Так что, ну, я считаю, что нужно об этом упомянуть, потому что для кого-то это может быть важно. И это те тени, с которыми можно работать даже и просто вот этими спонжиками. Когда я покупала палетки в магазине, я даже не посмотрела палетки вживую. Я их открыла и посмотрела только у себя дома. Мне там их не открыли, я тоже не попросила, чтобы мне их открыли. Я просто чувствовала себя быстро, чтобы никто не словил меня и не забрал из рук моих этих палеток. Стоит ли палетка вашего внимания? Я считаю, что да, стоит, если вы не рассчитываете на бешеную пигментацию, а просто вот на такой макияж. Я думаю, что она того стоит. Я думаю, считаю, что в ней есть достаточно примечательные такие цвета, классные, красивые, которые действительно украшают. Еще могу сказать, что с ней очень легко работать. Абсолютно легко. Наверное, это одна из самых легких в работе палеток. С ней буквально макияж за 5 минут создается, и красивый макияж создается. Так что, да. Но, к сожалению, с этой палеткой есть но. И это вот этого розового цвета. Так что, если вы рассчитывали на того, что он такой блестящий или что он достаточно пигментированный, нет. Ни то, ни другое. Он матовенький такой, и он не пигментированный. Так что, если вам этот цвет нравится и он вам нужен, это не та палетка. Когда я пробовала Камелия от Chanel, Тис Камелия, по-моему, называлась палетка, там тоже был розовый цвет, и там он тоже был слабенький, но был лучше, чем вот этот цвет в этой палетке. Палетка произведена в Италии. Также я не могу понять здесь, какая граммовка рефила, потому что здесь написано, что 5,4 грамма, но и написано points. Наверное, это 5 граммов есть один рефил. Да, именно так я перевела, что это нетное, ну, наверное, это перевод по-болгарски, нетное тегло рефилов. Так что вот один рефил, наверное, там 5,4 грамма. Мне кажется, что это очень даже хорошо. Следующее, на что я обратила внимание, даже после 4 макияжа рефилы выглядят как нетронутыми. И мне это очень нравится, когда палетка достаточно долго сохраняет вот этот изначальный красивый вид. И особенно если есть какое-то тиснение, как в случае в центре есть Chanel, ну, логотип, наверное, скажем. Он сохранился, несмотря на то, что это один из рефилов, который пострадал сегодня больше всего, потому что его цвет, этот цвет участвовал в абсолютно всех макияжах, которые я сегодня сделала. Ну что, мои дорогие, в очередной раз я скажу, сделаем такое обобщение, что палетка стоит того.
Особенно, если у вас нет никаких палеток Chanel. Бегите, покупайте. Если рассчитываете на розовый цвет, то не покупайте эту палетку, купите какую-нибудь другую, чтобы не разочаровываться. А так, все прекрасно. Я очень рассчитываю на ваших лайках, на ваших комментариях, на ваших вопросах под видео. Так что дерзайте, мои дорогие. И до новых встреч в следующих видео.